Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сегодня мы начинаем знакомство с падежами казахского языка. Итак, сегодня у нас 11 урок, он бірінші сабақ. Вот септіктер падежи. В казахском языке 7 падежей. Атау именительный, ілік родительный, барыс дательно-направительный, табыс винительный, жатыс местный, шығыс исходный, көмектес инструментальный. Падежи даются именно в таком порядке, но знакомиться с ними будем, исходя от простого к сложному. И сегодня мы поговорим об атау септік, а на следующем уроке о жатыс септік. Хочу напомнить, что склонение – это изменение слов по падежам. В казахском языке различают простое и притяжательное склонение. Пока мы остановимся на простом склонении. Итак, атау септік, именительный падеж. Сұрақтары, вопросы. Кім не, кімдер нелер. В отличие от русского языка, вопросы «кім не» имеют множественное число. К словам, которые стоят во множественном числе, задаются вопросы «кімдер нелер». Итак, давайте прочитаем примеры. Адам кім, мұғалім кім, қыз кім, кітап не, мысық не, дәптер не. Вопрос «кім» задается только к людям, а к остальным, включая живые и неживые предметы, животных, птиц, насекомых, задается вопрос «не». Балалар кімдер, адамдар кімдер, қарындаштар нелер, үйлер нелер, иттер нелер, мысықтар нелер. Дети кто, люди кто, карандаши что, дома что, собаки что, кошки что. На мониторе даны примеры предложений, давайте мы их прочитаем. Итак, мы уже будем составлять предложения. Мынау көше – это улица, мынау жол – это дорога, мынау ағаш – это дерево, мынау балалар – это дети, мынау қыздар – это девочки, мынау дәптерлер – это тетради. Давайте рассмотрим и другие примеры с атау септік, где в предложении есть глаголы. Отыр – сидит, тұр – стоит, жатыр – лежит, жүр – ходит, идет. Это так называемые глаголы состояния. Мысалдар примеры. Мұғалім отыр, учитель сидит, мысық жатыр, кошка лежит, балалар жүр, дети ходят, қыз тұр, девочка стоит. Итак, сегодня мы познакомились с атау септік. Слово в атау септік обозначает предмет и отвечает на вопросы «кім не», «кімдер нелер» и стоит в начале предложения. В распространенном предложении может находиться и в середине. Вопрос «кім» задается только к людям, а к остальным словам, включая одушевленные предметы, задается вопрос «не». И в отличие от русского языка, вопросы «кім не» имеют множественное число «кімдер нелер».